Новый коронавирус стал еще опаснее. Coronavirus outbreak intensify. We begin tonight with the impact the new coronavirus is. 코로나19에 감염된 환자 가운데 叫做 COVID-19。 23 Mart 2020 жылдан өзгөчө абал режими киргизилди. Кейбір аскер кызматкерлерибиз жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана ден соолугуна зыян келтирбөө боюнча кызматтарын өткөрүп келе жатат. Эми азыр мына комендатура жана блокпосттогу кызматтарга токтоло кетсем, биздики круглосуточно блокпосттордо 8 сааттан эс алат и 16 саат кызматын аткарышат. Мен улуттук гвардиянын офицери. 2010 жылдан бери ошокто кызмат өткөрүп атам. Эми үйлөндү 22 мартта көрүлөкмүн. Үйлөн менен азыр телефон менен, интернет менен, видео звонок, бош убакта алар чыгып коет, бош убакта мен чыгып коем. Hürmetli жарандар, тоқтатпай, өзара аралыкта 2 метр өтіп, чоғылыңыздар. В республике зарегистрировано 42 новых случаев
коронавирусной инфекции. На любой вызов, даже вплоть сердечный, мы обязательно задаем, была ли температура, были ли контактные лица. Если мы раньше где-то порядка 600-650 вызовов выполняли, то сейчас почти на 200 с лишним вызовов снизилось. Что интересно, что особенно когда был режим чрезвычайных положений, у нас снизились автоаварии, у нас снизились криминальные поводы, и у нас снизилась острокишечная инфекция, она сегодня тоже вот низкая очень. Люди стали элементарно мыть руки. С момента начала ЧП и ЧС мы полностью обеспечены средствами защиты индивидуальной. Вот, у нас есть перчатки, маски в достаточном количестве. Поступает вызов с COVID, то мы полностью одеваем костюмы, щитки, маски, чепчики. Проведено исследование за последние сутки 2322. В нашу лабораторию поступает от 800 до 1000 проб ежедневно для диагностики коронавируса. Пробы нам приносят мобильные группы наших центров семейной медицины. В день от центров семейной медицины к нам поступает около 400-500 проб. Кроме этого, по самообращению наши граждане нашего города также обращаются к нам для того, чтобы им провели диагностику коронавируса. Значит, мы заходим. Пробы у нас сразу же уносят в лабораторную часть нашей лаборатории. Бумажная часть у нас остается здесь. Здесь у нас установлены компьютеры. На каждом компьютере подключен интернет. И с 7 утра и, скажем так, до 11-12 вечера у нас проводится вот эта работа. Как операторы наши девочки работают, все данные вносят. Карантин башталган азыр үйдөбүз, жумуш жок, кырдаалга байланыштуу. Балдар менен үйдө. Марттын башынан бери эле жумуш жок. Март 20-сынан башталдыбы негизи. Бирок марттын башында эле биз жабылганбыз. Ошол садиктер жабылгандан кийин мен балдар менен үйдө отуруп калдым. Кайнем жардам берет, анан эме акимияттан да алганбыз. Кварталданчы. Продукт. Жолдошубуз. Ал Москвага кеткенде иштейм деп, анан азыр жок. Жумушу жок азыр, үйдө отурат. Жамчан иштеп берген отурат эми. Эки жака чыгып. Жата берсең да болбойт. Бир канча 2 ай болдубу? Иштеке гана үйдө эле болдук только. Эки жака да чыга албайсың. Жолдун баары жабык. Ошо менен 5 балам бар, үйдө өзүм жалгыз күйөөм эле иштечи, ошо 5 баламды кыйналып отурам баккандан.
Да, соблюдаем дистанцию, меры предосторожности. У нас есть специальные плащи. Мы одеваем при входе антисептиком, обрабатываем руки и подходим к пенсионеру. У нас начинается доставка писем и газет утром. Мы сейчас едем доставлять труженице тыла, выплатить пособие на 9 мая и стипендию. Дистанцию обязательно соблюдаем. Например, сегодня я пошла, хотела оплатить одной вдове пособие 10 тысяч. Почему-то их дети очень негативно встретили меня, сказали, что вы по типах каждый день ходите, всякую заразу заносите. Когда нам деньги нужны будут, мы сами подойдем на почту. Здравствуйте, вы как? Здравствуйте. Помаленечку, потихонечку. Спасибо, что пришли. В Кыргызстане всего зарегистрировано 1067 подтвержденных случаев. Были нарушены правила обсервации, неподчинение требованиям медицинских работников. Мы вынуждены, к сожалению, обратиться к сотрудникам милиции для того, чтобы навести порядок. Особо хочу отметить водителей, которые ездят в городе. Прекратите носиться, превышая скорость. Улицы свободны, но вы умудряетесь попадать в ДТП. Так, давайте Гундер Джангана споем. Ну что ж, поехали. Гундер Джангана. День Победы. Спасибо. На первом этапе, благодаря скоординированным действиям, первые натиски этой грозной инфекции были отражены. Более 72% уже выписаны с выздоровлением. Хотим сообщить то, что мы уже знаем, какими методами можно, оказывается, бороться. У него на 3 кислородах мы все кислороды подключили, из 3 по максимуму. Коронавирусту жеңсек, чет өлкөдөн маска чыгара турган оборудование алып келсемби деп ойлонуп атам. Анткени бизде мындай оор кырдаалдарда маска өзүнчө чыкпаган үчүн жетпей калат экен. Когда мы победим коронавирус, я бы хотела попасть домой, увидеть маму, своих детей. Я хотела бы заняться световодством, любоваться природой. После того, как завершится пандемия коронавируса, я бы хотела жить. Мне наявить вину о том, что сегодня меня выписывают. Спасибо руководителям инфекционной больницы.
үй бөлөсүгө тынчтык болуп ар дайым бизге кызмат кылып жүрүшүн Кудайга үйгө кетип атат 17 бейтапты баардыгын сакайтып бүгүн мынакей көрүп турасыңар баардыгы даяр болуп турушат. Булар баардыгы сакайып чыгып кеткен бейтаптар.